Время спорта на Лото-24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте! Команда Дордой Алгыр выиграла Кубок президента Кыргызстана по панкратиону UVV. Турнир прошел 27-28 мая во Дворце спорта имени Коджонкула в Бишкеке. Всего были разыграны 172 медали в 43 весовых категориях среди спортсменов 9-17 лет, а также среди мужчин и женщин. Борьбу за медали вели более 600 участников. Первое место в командном зачете заняла команда Дордой Алгыр, чьи представители завоевали 24 золотых медалей. При UVV был создан Всемирный комитет панкратиона, целью которого является включение панкратиона в 2028-2032 годы в программу Олимпийских игр, говорится в сообщении. Подведены итоги чемпионата Кыргызстана по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет. Об этом сообщает Кыргызский шахматный союз. Турнир проходил с 26 по 30 мая в городе Каракол. В нем приняли участие более 50 шахматистов. По итогам турнира его призеры и победители получили дипломы, медали и денежные призы. Чемпионкой среди девушек стала Эдиса Бердибаева. Среди юношей первое место у Аделета Джолдош Маматова. Айпири Медеткызы стала победительницей рейтингового турнира по спортивной борьбе UVV в Бишкеке. Она выступала в турнире весовой категории до 76 килограммов, где всего были заявлены 12 спортсменок. Медеткызы стартовала со стадии 1/8 финала, где победила Гульмарал Эркибаеву из Казахстана со счетом 4-1. В поединке за выход в полуфинал кыргызстанка боролась против Анастасии Апеевой из Украины. В упорной борьбе Медеткызы победила со счетом 10-6 и вышла в 1/2 финала. В схватке за выход в финал Медеткызы боролась против спортсменки из Китая. Кыргызстанка проигрывала 1-3, но за 10 секунд до конца схватки вырвала победу. В финале ее соперницей станет еще одна спортсменка из Китая. После первого периода Медеткызы проигрывала 0-3, но смогла вырвать победу со счетом 5-3. Эта золотая медаль стала для Кыргызстана первой на домашнем турнире. Ранее Мэрим Джуманазарова завоевала бронзу. Она выступала 2 июня в весовой категории до 68 килограммов и стартовала со стадии 1/4 финала. Ее первой соперницей стала спортсменка из Казахстана Елена Шалыгина. В упорной борьбе Джуманазарова победила и вышла в полуфинал. Схватка завершилась со счетом 1-1. Обе спортсменки получили по баллу за пассивность соперницы. Напомню, Джуманазарова и Шалыгина боролись в схватке за 3-е место на чемпионате Азии в Алматы. Тогда казахстанка ударом головой разбила нос Джуманазаровой, которая после этого не смогла продолжить схватку. Реванш взят. В поединке за выход в финал Джуманазарова проиграла спортсменке из Монголии, а в схватке за 3-е место победила канадку. В итоговом протоколе Джуманазарова завоевала бронзовую медаль. Также бронзовые награды у 3 борцов греко-римского стиля. Бексултана Махмудова в весовой категории до 63 килограммов за бронзу боролись 2 представителя Кыргызстана – Дастан Кадыров и Байман Каримов. Обладателем медали стал Дастан Кадыров. Еще одна бронза у Бексултана Назарбаева. Отличились борцы вольного стиля, и буквально в эти минуты проходят финальные схватки. Отмечу, что Кыргызстан будет претендовать на проведение отборочного турнира по спортивной борьбе на Олимпийские игры 2024 года в Париже, Франция. Об этом сообщил президент Федерации борьбы Кыргызской республики Мелис Турганбаев. Международная федерация борьбы отлично оценила подготовку к проведению рейтингового турнира в Бишкеке. Нам еще раз подтвердили, что мы первые претенденты на проведение азиатского лицензионного турнира к Олимпийским играм в Париже, сказал он. Перед Олимпиадой в Париже запланированы 6 квалификационных турниров чемпионата мира 2023 года, мировой квалификационный турнир в 2024 году и континентальные турниры 2024 года. Кыргызстан претендует на проведение континентального отбора в Азии, который запланирован на 12-14 апреля 2024 года. Сборная Латвии по хоккею победила в овертайме США и завоевала бронзу чемпионата мира, который завершился в Тампере, Финляндия. Победный гол забил защитник Кристиан Рубинс. Таким образом, сборной Латвии впервые в своей истории удалось выиграть медаль чемпионата мира. До этого лучшим результатом Латвии было 7-е место 1997, 2004 и 2009. В финале сборная Канады победила Германию со счетом 5-2, став чемпионами 2023 года в 28-й раз.
Олимпийский огонь планируют разместить на Эйфелевой башне. Такую возможность рассматривают организаторы летней Олимпиады 2024 во Франции. Подготовительные работы над проектом идут 2 года, но установить факел на самой вершине конструкции не получится по техническим причинам. Там уже есть антенна и громоотвод. Пока неизвестно, будет ли факел находиться на башне на протяжении всех игр. Впрочем, и с местом размещения олимпийского огня пока точно не определились. Летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года. Это будут 33-е летние Олимпийские игры. На соревнованиях представят 32 вида спорта, 28 из них основные, а 4 дополнительные. Это брейкинг, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. В состав команды Кыргызстана на азиатские игры войдет 181 спортсмен. Игры пройдут с 24 сентября, с 23 по 8 октября. И сегодня в гостях передачи «Время спорта» заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики, директор департамента спорта и физической культуры Айбек Абдувамунов. Я очень рада вас здесь сегодня видеть. И расскажите, пресс-конференция была на этой неделе как раз по азиатским играм. Будет 40 видов. Мы выступаем в 24. Вот немножечко подробностей. Аж 56 тренеров, медики, спортсменов 181 человек. Поподробнее расскажите. Да, в этом году, в сентябре, у нас планируются азиатские игры, 19-е. Как вам известно, в 2022 году из-за пандемии ковида эти азиатские игры были отменены. В этом 2023 году также китайская сторона в городе Ханчжоу, они планируют провести 19-е азиатские игры по 40 видам спорта. Кыргызстан мы планируем по 25 видам спорта. Это наши приоритетные виды. Это дзюдо, бокс, борьба 3 видов, стрельба из лука, каноэ на байдарке. Вот. И мы аккредитацию прошли с учетом резервов. Там 181, ну где-то приблизительно участников, спортсменов, плюс тренера личные, главные тренера 56, потом состав делегации, там пару человек, как говорится, медики, журналисты. Будем более 200 человек будем представлять на этих азиатских играх. Делегация Кыргызстана. Ну, планируем больше медалей завоевать, победить прошлогодние, ну, прошлые азиатские игры. Планируем, вот. Там осталось более 3 месяцев еще. Сейчас сборные команды начались с сегодняшнего дня уже подготовку к этим играм. Они будут проводить учебно-тренировочные сборы, участвовать в международных соревнованиях. Вот подготовка идет. Сколько, примерно финансов выделяется вот как раз-таки на эту большую делегацию? Сколько вот на подготовку именно спортсменов? Расскажите, вот какую поддержку от государства как раз-таки? Да, финансы выделяются очень хорошо, 35 миллионов с бюджета мы выделили. Это на все учебно-тренировочные сборы, на соревнования, на подготовку, на медикаменты, фармакологию. Подготовка идет усиленно. Планируем там, чтобы наши спортсмены выступили на высоком уровне. Вот. Что еще там? Есть такой момент, что как раз-таки в этот период будет и чемпионат мира по борьбе, да, и азиатские игры. То есть вот в приоритете, я понимаю, что это тренерский состав будет решать, но вот все-таки болельщики у нас, любители борьбы, переживают. Вот как поставлен вопрос вот в этом? Да, это очень такой щепетильный вопрос сейчас к азиатским играм, но это чемпионат мира среди, по видам борьбы, это лицензионный к Олимпийским играм. И сейчас мы
тренерский состав идет переговоры, но мы планируем там за неделю чемпионат мира может быть закончится, и как получится, там может наши борцы завоевать много лицензий на Олимпийские игры в Париже, а потом уже ближе там уже определимся. Будет видно. Но все-таки в приоритете лицензионный чемпионат мира. Я знаю, что он вообще стоит как на уровне вот Олимпийских игр. Как раз таки вот Айсул Тыныбекова в 2019 году именно на таком лицензионном чемпионате мира стала чемпионкой мира. И вот я знаю, что это вот прям котируется среди борцов как один из самых важных стартов. Хорошо, на этой неделе была встреча как раз-таки заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова. Вы там тоже присутствовали. Встреча была с представителями спортивных федераций. Да, обсуждались вот какие моменты, как раз-таки подготовка к Олимпийским играм, к вот этим азиатским играм. Какие вот задачи, цели поставлены, выслушали, опять же, руководителей федерации, вот какие есть проблемы, я уверена, что, вопросов было много обсуждаемых. Да, вопросов очень много было, но вопросы были финансовые, чтобы было, каждая федерация, она хочет, чтобы свой вид побольше участвовала в таких больших соревнованиях. И там говорилось, как каждая федерация ставили задачу, сколько лицензий завоюет на предстоящие Олимпийские игры. Там планировали 1, 2, 5 лицензий, что для этого требуется, какая поддержка от государства. Вот такие вот рабочие моменты там обсуждались. Перспективы для развития общего вида спортов. Такой ознакомительный процесс был с вице-председателем кабинета министров Эдилем Джолдубаевичем. Он тоже внес поправки, свои пожелания, как лучше развивать то или иной вид спорта, какие господдержки. С нашей стороны тоже с департамента поставили определенные задачи, чтобы сейчас у нас конкретная цель завоевать чем больше олимпийских лицензий. Сколько вот поставили цифру какую-то конкретную, приблизительную назовите? Поставили плюс-минус 25 лицензий по олимпийским видам спорта, плюс еще 5-6 лицензий по параолимпийским видам. Сейчас мы усиленно, нацеленно будем готовиться. Поставили 25-26 лицензий. Посмотрим. Спорт это такое непредсказуемое. Там и бывают травмы, и бывают неудачи, взлеты и падения, как говорится. Но будем стараться. Департамент с своей стороны будет, для спортсменов, для тренеров мы будем, как говорится, условия создадим, чтобы побольше лицензий было. Главное, что есть от вас поддержка, что вы обращаете внимание. Вот таких, кстати, собраний не было раньше. Это, явно я уже в этой сфере кручусь очень долго. И уже касаемо повестки этой недели, вы были в Республиканском спортивном колледже имени Шералы Сыдыкова, да? Прошла выездная конференция. Расскажите, это вот такой очень важный объект. Спортсмены многие у нас оттуда знают, что вопрос стоял о повышении даже питания. Да. Сейчас основная задача у нас стоит, это же Республиканский колледж, подготовка резервов для сборных по всем видам. Там сейчас с питанием очень большая проблема. Там в день выделяется очень мало. Около 200 сомов, да. Это суточное потребление, а как знаете, спортсмены, они у них еще трехразовые тренировки, усиленные идут, и поэтому 200 сомов это 2 самса может быть там. А так это суточное потребление. Сейчас мы подняли, вызвали депутатов, они приехали, посмотрели условия, как там
Как вы знаете, РСК строилась при Союзе. Там сейчас требуется очень такой масштабный капитально-косметический ремонт. Сейчас там новый директор. Сейчас он старается кое-как сводить концепт, как там, помогать спонсоров завлекает, чтобы там спортсмены питались, чтобы было там кто-то там из дома приносит, как говорится. Сейчас мы подняли вопрос о поднятии цен, ну, там, суточного. Там в пределах мы сейчас планируем 500 сомов в день. Это минимум тоже. Но для начала хоть да, какой-то шаг нужно сделать. сейчас мы все письма подготовили, и в Джоуркнеш написали, и в правительство. Ну, сейчас в скором времени, наверное, решится. Если это решится, это будет большой плюс для нашего спорта. Отлично. В преддверии CAF Nations Cup по футболу, да, с 10, 13, 16 июня наши футболисты, акшумкаровцы, будут защищать честь страны на стадионе имени Долина Мурзакова. Сейчас как раз у них идут сборы с 1 по 8 июня, да, и вот идет подготовка стадиона. Я видела там очень много людей задействованных, которые бегают, что-то делают. Вот конкретно какая работа ведется сейчас? Ну да, там основная задача там стоит привести в порядок газон. Это основное. На сегодняшний день со стороны Кыргызского футбольного союза ведется работа улучшению газона. И, как вы сами знаете, стадион Долина Мурзакова относится к государственному учреждению управления по спортивным сооружениям и спортивное обеспечение. С всех сторон тоже сотрудники привлечены. Они ежедневно поливают, стригут газоны по мере их возрастания. Там работа идет плотная, ежедневная. Но мы постараемся к этим датам привести стадион в соответствии. В образцовый вид, да? Да. Хорошо, отлично. Я желаю успехов в этом, потому что, приезжают такие страны, как Иран, это очень сильная команда в Азии, и Афганистан тот же самый. Хочется показать, что мы достойно можем принять таких гостей, да? Хорошо. Оргкомитет создан по подготовке спортсменов к международным играм, да, 2024 года. Вы входите в этот оргкомитет. Чем будет заниматься? То есть для чего вас вообще вместе всех собрали? Там достаточно такие люди очень разносторонние. Ну это оргкомитет, это очень нужный, потому что там по распоряжению правительства создался этот оргкомитет. Туда вошли представители министерств. Это Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, и Министерство культуры, департамент там. Но это включает, чтобы каждому министерству определенную работу. Например, Министерство финансов своевременно выделять финансы, которые заложены в календарный план при подготовке, чтобы не было никаких задержек, чтобы спортсмены на учебно-тренировочные сборы вовремя выезжали на определенные соревнования. По Министерству здравоохранения то же самое, проводились комплексные мероприятия, чтобы спортсменов вовремя там фармакология представлялись. Министерство внутренних дел тоже соблюдались по этим большим мероприятиям, которые проводятся у нас по футболу, чтобы безопасность создавалась. Министерство иностранных дел своевременно готовились визы, нам приезжают гости, международные делегаты, чтобы по вопросам виз не было у нас никаких, как говорится, вопросов, проблем,
своевременно, и контрольно-пропускные пункты тоже, таможни, пограничники, чтобы пропускали без вот этих вот, как говорится, проблем. Вот создался этот оргкомитет. Это плюс для наших спортсменов, для нашего общего спортивного мира, как говорится. И будем работать тесно с этими министерствами, будем продвигать наш кыргызский спорт. То есть это еще один такой шаг к объединению, чтобы все вместе общими силами здорово продвигали спортсменов, спорт. Спорта, чтобы она вот шла вперед, а со стороны всех министерств, которые задействованы, чтобы они со всех сторон помогали для развития нашего спорта. Хорошо, отлично. Ну и перейдем к вам непосредственно. Вы совсем буквально недавно заняли свой пост, с чем я вас, конечно же, поздравляю. Спасибо большое. Вот. Ну и расскажите, уже вникли, уже я вижу, что и много чего знаете, ну и вы так, в принципе, возглавляли как раз-таки по спортивным сооружениям, и я думаю, что вы вокруг этого всего так или иначе находились, и вот есть ли у вас какая-то, может быть, программа, и какие планы и цели вот вы лично для себя, как директор департамента спорта, поставили вот на ближайшее время, ну и на дальнейшее, конечно же? Да, правильно сказали. Я был директором государственного учреждения, которое по спортивным сооружениям. Сейчас у нас мы ставим планы, чтобы больше было баз для олимпийских видов, ну, для всех видов спорта, так как у нас наши базы, они строились при Советском Союзе. Сейчас у нас стоит в первую очередь в планах построить комплексы современные, чтобы у нас проводились чемпионаты Азии, чемпионаты мира по видам спорта, по возрастным категориям. Мы сейчас, к сожалению, наш бюджет мы тратим для аренд вот этих баз, проводить. Вот сейчас у нас идет мировой рейтинговый турнир по борьбе. И этот объект спортивный вы арендуете, платите колоссальные деньги, я уверена. Да. Туда на аренду у нас идут очень большие деньги. Если бы у нас была бы своя вот такая олимпийская база, что мы там проводили всякие, начиная от городского, районного и заканчивая до чемпионатов мира, вот эта база была бы, мы вот эти вот, которые мы израсходуем для аренд баз, мы пускали бы их в нужное, там, например, для проведения учебно-тренировочных сборов, для финансирования этих же фармакологии. Я хотела как раз просто с уст сняли, да. Фармакология у нас, конечно же, немножечко хромает, можно сказать. Да, и сейчас весь мир держится на, ну, спортсмены держатся на фармакологии, чтобы мы, спортсмены, не употребляли допинги. Для этого нужна хорошая подпорка, ну, чтобы они витамины получали после тяжелых соревнований. Да, восстановительный процесс, это очень важно на самом деле. Все думают, все классно, он там отборолся, я не знаю, отыграл, и ну, все хорошо, а на самом деле у них идет какой-то процесс. Да, очень большой износ там, для подготовки к большим турнирам. Это идет учебно-тренировочные сборы, это большие физические нагрузки, психологические нагрузки. Потом мы должны это востребовать, а потом они в соревнованиях все вкладывают, ну, все, что есть, они оставляют там и приходят как выжатый лимон. И чтобы этот спортсмен по видам спорта, чтобы он еще продолжал, защищал наш Кыргызстан, чтобы поднимал наш флаг, мы должны его восстановить, реабилитацию проводить. Это деньги, фармакология. Вот насчет спортивных объектов, я знаю, что есть уже какие-то ну, обсуждения, что, может быть, даже какие-то выделяются ну, земли в пределах Бишкека. Может быть, вы приоткроете занавес, расскажете какой-нибудь секретик? Да, сейчас в планах есть там несколько проектов. Но сейчас они разрабатываются, некоторые уже заканчиваются. По ГЧП тоже у нас есть в этом же
во Дворце спорта проекты. Там сейчас по ГЧП идет строительство борцовского зала. Как вы знаете, у борцов сейчас нету залов и сборной. Мы арендуем. И по малой арене тоже сейчас проект ГЧП готовится. Но мы... Восстанавливается вроде как бассейн во Дворце спорта. Есть такое тоже? Ну да, сейчас мало идет, там ищем инвесторов, там туда очень много средств сейчас требуется. Но мы над этим работаем. Хорошо. Ну вот, а помимо фармакологии и спортивных объектов, вот вы что хотите вот внести, с чем вы именно пришли как раз-таки на пост директора? Сейчас в планах мы разрабатываем много планы, но в первую очередь сейчас у меня в планах развивать тренерский состав, повысить их уровень квалификации, потому что сейчас весь мир идет впереди, а у нас, как в советское время, осталась советская школа. Сейчас мы планируем на следующий год внести в календарный план повышение квалификации тренеров, повышение квалификации судей, проводить больше семинаров, приглашать со всего мира таких высоких квалифицированных тренеров по видам спорта, чтобы они нам приезжали, учили нас, наших тренеров. Вот. Сейчас идет основная наша цель, повысить уровень тренеров. Естественно, если повысится их уровень, будет повышаться уровень спортсменов. Да. Хорошо, отлично. Ну, а я вам напоминаю, дорогие телезрители, что гость передачи «Время спорта» сегодня директор департамента спорта и физической культуры Айбек Абдумамунов, которому я желаю успехов, сил, терпения, воли и достижения своих каких-то целей и, естественно, создания отличных условий для спортсменов, тренеров и медиков. Да. Будем стараться. Спасибо за ваш визит. Все, спасибо. Вам также. Это были главные спортивные новости. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч!